Очамчира – город мира. Так с любовью этот город называют его выходцы. Город с большой историей, основанный греками-колонистами до нашей эры. Тогда здесь шла оживленная торговля. Сейчас город не такой оживленный и процветающий. Хотя туристы, которые появились в этом году на набережной Очамчиры, уже вселяют надежду. Сравнительно недавно у Очамчирского района появился новый хозяин – Беслан Владимирович Бигвава. Для справки. Беслан Бигвава окончил Восточно-Украинский университет по специальности автомобили и автомобильное хозяйство, участник Отечественной войны народа Абхазии. Затем он жил в Москве, работал в организациях по линии инженерии, мастер спорта по вольной борьбе, отец 3 сыновей. Сегодня в программе «Амчра» глава Очамчирского района ответит на наши вопросы. Около 6 месяцев прошло с даты вашего назначения главой Очамчирского района. Это большой район, 27 сел, плюс город. Район с большим букетом проблем. Это и разрушенные дороги, и разрушенные здания, это сельскохозяйственные проблемы, проблемы с водой, нехватка рабочих мест. Список очень большой. К тому же район, как никто другой, пострадал во время Отечественной войны народа Абхазии. В самом городе видны следы этой войны. Так призадумаешься и не знаешь, с чего начать. Потому как проблем очень много. С чего начали вы? Я ожидал, что проблем будет много, но настолько глубокие. Я-то не находился все время в Москве. Я ежемесячно приезжал, буквально месяц там, месяц здесь. С проблемой был хорошо ознакомлен, но не настолько глубоко, особенно касающиеся сел. Но я в первую очередь начал с того, что в преддверии туристического сезона же это было, когда меня назначили, и думаю, начну наводить порядок с набережной. Хотя бы, чтобы отдыхающие, которые приехали, и те же студенты, которые приезжают, и с детьми, чтобы было им куда время, хоть досуг какой-то свой проводить, выходить, погулять где-то по парку, посмотреть чистоту. Вот насколько смог, насколько моих сил хватило, я успел сделать. Еще продолжаются работы, конечно же, но все зависит от финансов. У нас бюджет в этом году провальный, к сожалению. Думаю, наверстаем в следующем году. Попозже мы выйдем на набережную и посмотрим, как она выглядит. Но до этого, раз вы сказали о бюджете, понятно, что Очамчирский район дотационный. Какую часть бюджета вы выполняете сами, а какую часть вы получаете дофинансирования из республиканского бюджета? Ну, у нас общий бюджет порядка 257 миллионов. Своими силами мы выполняем где-то около 108-110 миллионов. Я сейчас точные цифры вам не могу сказать, но в этих пределах. То есть порядка 140 миллионов у нас дотация идет с республики. В вашем районе есть заводы, фабрики, какие-то рабочие места, те, которые, могут быть, платят налоги в бюджет, из чего образуется бюджет района? Ну, основные бюджетообразующие, это у нас рыбники, конечно же. Вот. И из-за них у нас и провальны, потому что путины не было. Плюс есть другие предприятия, но они уже так, поменьше у них, и налогов идет. Это вот и асфальтные есть. Порядка вообще 50 организаций по району. Это коммерческие организации. Где-то порядка 47-50 тоже это бюджетных организаций. Это школы, больницы, там, садики. Это все в городе, а какие-то предприятия есть в селах? В селах, да, в селах. Ну, самое успешное село, наверное, это у нас Киндах. Там и гостиные дома, и источники, и пансионат. Сейчас Тамыш, слава богу, развивается с турбазой с этой новой вилледжем. Плюс в Адзюбжах хороший проект готовится. По пектину я это раньше тоже озвучивал. Там они до 100 человек пока обещали рабочих мест обеспечить. И тоже у них большие вложения, там за миллиард у них денег уходит. Сейчас они занимаются отведением земель, но землю отвели, и сейчас на акваторию нужно еще море отвести. Вот эти вот 3 села как бы у нас пока локомотивом идут. По остальным селам, конечно, проблемы. Была фраза, мысль, что если будет успешная
будет успешный туристический сезон в туристическом комплексе Тамыш, то такие объекты могут еще открыть несколько объектов в Ачимчирском районе. У них сезон в этом году и удался, по-моему, потому что загруженность была практически на 100%, по моим источникам. Но я с ними часто веду вообще беседу, там выезжаю на место. Вот. В этом году они осенью, где-то с ноября месяца, по-моему, хотят закладывать уже вторую очередь. Там еще около 100 коттеджей они хотят построить. Ну, то есть 2 раза увеличится их мощность. Сейчас на сегодняшний день у них работает около 160 человек. Заработная плата хорошая. Проект реализуется, как и в этом году, будет заполняемость нормально. Я думаю, что они и дальше будут двигаться. Как ощутит район результаты Тамышского туристического комплекса? Ну, это первое, конечно же, рабочие места, заработная плата. Плюс возле каждого объекта обычно всегда прилипает сопутствующие, там домашняя кухня организовывается, таксисты начинают зарабатывать, экскурсии всякие, которые по другим нашим объектам развозят людей, там и Отапская пещера, и Губский водопад. Ну и бюджет, конечно же, пополнение бюджета, это тоже самая важная вещь. Болезненная проблема многих сел – это плохие дороги. Например, в моем родном селе Маркула этот вопрос сельчане поднимают часто. От чайной фабрики вниз очень плохая дорога. И эта проблема не только у села Маркула, но и у других сел. Есть решение этой проблемы? Большие вложения нужно, чтобы восстановить эти дороги? Все зависит от средств, конечно. У нас 1 километр дороги порядка 4,5 миллионов стоит. Но в этом году, то, что касается Меркулы, раз вы затронули эту тему, от чайной фабрики в сторону школы будет сделано 3 километра асфальта проложено. Вот. Ту сторону, которая на Ткварчевскую трассу, что выходит, это она, я думаю, надеюсь, что она попадет уже в 2023 году в Видлес-программу. Об этом мы говорили. По остальным ситуация аналогичная везде. Тем более, что у нас как никогда было 4 стихии практически. Мы проводили ремонты дорог, отсыпка гравия, инертных материалов, грейдером равняли, это все посмывало. Даже республиканскую трассу 2 раза сделали. Хотелось бы все и сразу, но не получается так. Мы идем в этом направлении, будем стараться изыскивать все средства и возможности, чтобы исправлять ее в лучшую сторону. Еще другая очень острая проблема – это вода в некоторых селах. Несколько лет назад проводились какие-то работы, были выделены деньги и даже прокладывали какие-то трубы. Работы нет, а деньги были израсходованы. Ну, это, я думаю, дела других органов разбираться, куда дели деньги. Это вы говорите по Человскому водопроводу, наверное, да. Там занимаются соответствующие службы, и им давать оценку. Хоть какая-то работа есть? На сегодняшний день ничего нету. На сегодняшний день идет работа, уже выделены деньги по восстановлению галереи Мокской. Там у нас большая проблема. Галерея, это которая накапливает воду и раздает 4 селам и, соответственно, городу. Они там собирают, и на бассейн к нам уже идет вода, отсюда идет раздача. Максим Харчелава начинает эти работы, уже приступил, в принципе. Он готовит блоки, и, я думаю, на следующей неделе уже высадится на саму галерею и будет проводить работы. И мост дальше, который рядом с монастырем, он будет его тоже делать, ремонтировать. Вы возглавляете самый большой район в Абхазии, 27 сел. Это 27 глав администрации. Очень важно, кто возглавляет сегодня село, насколько являются эти люди для вас подспорьем, чтобы было взаимодействие, чтобы было доверие. Глава села должен быть инициативным. Есть вещи, которые можно решить на месте, и идеи должны быть, и рукастым должен быть, хозяйственником должен быть. После смены власти в 2020 году и с вашим приходом на эту должность, вы кого-то меняли, были недовольны чьей-то работой, я имею в виду сейчас глав администрации сел. Как у вас проводится с ними работа? Вы довольны их работой? По поводу того, менял ли я кого-то или нет, это еще
При мне этого не случилось. Половину сел утвердил, а с другой половиной еще разбираюсь. Вообще я как бы хотел бы ставить приоритетно тому, что само село, сами люди вот кого-то представили бы в большинстве своем случае, и исходить из этого, чтобы он был авторитетным человеком, чтобы беспокоился за свое село и жил в этом селе, не находился где-то в другом городе и приезжал там по каким-то праздникам, а чтобы каждодневно он находился именно в этом селе и изнутри все текущие вопросы оперативно решал. Там, что с паводком, еще с какими-то другими обстоятельствами. И вот над этой другой, второй половиной я еще работаю. То есть, получается, ту работу, которую не выполняют на местах главы администрации, ложится грузом на ваши плечи. Да, они должны быть моими и глазами, и руками, и всем, чтобы информация доходила оперативно, чтобы я не узнавал от третьих лиц, а непосредственно от главы села. Там даже вплоть до того, что по отключению электроэнергии, если отключается, или там какой-то несчастный случай, чтобы оперативно могли принимать действия. Я интересуюсь судьбой фруктовых садов, в народе именуемых Аквабовские сады. В каком они сейчас находятся состоянии, и можно ли их реанимировать? По Очамчирскому району в 2012-2014 году, что были заложены сады. Их было 19 фруктовых садов заложено, общая площадь 665 гектар, общая стоимость на 182 миллиона рублей была потрачена. Из 19 фруктовых садов остались только 3 более или менее живых сегодня. Это вот Лашкиндар у Пили Олега и в Джгердах 2 под руководством Кварацхелия и Амичба. Все остальные, к сожалению, заброшены, погибли, что-то сгорело. Вот такая вот история с этими садами у нас. Сами сельчане очень сетуют на эту тему. Мне не раз рассказывали о том, что у них были там рабочие места, и такие богатые фруктовые сады погибли. С большим сожалением и с большой болью они это вспоминают. Что бы имел сейчас район, если эти проекты реализовались бы в полную силу? Ну, это погибли, наверное, еще из той политической ситуации, которая у нас сложилась в 2014 году. Имел бы район, рабочие места, опять же, люди работали бы, зарабатывали бы денег, продавали бы свои фрукты, но на это не хватило у них финансов. Это надо было бы все лечить, обрабатывать, пока они не дали бы первые плоды, урожай. Потом это надо было бы все сделать, дорожную карту, чтобы они вывозили то, что они произвели. Ну, государственная поддержка должна была быть. Но это как-то все ушло. Люди, которые этим занимались, конечно, разочаровались, сами не смогли это все потянуть. И вот произошло то, что произошло на сегодняшний день. Получается, не месть Анквабу была, а месть жителям сел и Очамчирского района. По итогу, конечно же, пострадали жители. К сожалению, это плохая история. Несколько лет назад, после 2014 года, финансирование на сельское хозяйство было сокращено до 15 миллионов в год. Сейчас с приходом к власти команды Бжаня это финансирование увеличилось в разы, и сейчас 100 миллионов в год. Я думаю, там порядка 120, по-моему, по моим данным. Ну да, наверное. Возможно, у меня не точные цифры. Но в любом случае в разы больше, чем раньше. Более того, сейчас Министерство сельского хозяйства отбирает сельскохозяйственные проекты. Что необходимо Очамчирскому району? Вы как-то и принимаете в этом участие? Вы знаете, какие проекты, например, сдают жители вашего района? Все проекты, конечно же, проходят через администрацию. Я их согласовываю через отдел сельского хозяйства своего, и мы отправляем уже в министерство. Проектов много было подано заявок, более десятка одобрено этих проектов. Дальше они еще прорабатывают. Окончательно, когда они примут решение, я как бы некомпетентен, говорит, это уже министерство принимает. Вот. Ну, а проекты такого рода в основном это сельскохозяйственную культуру возделывания, там от малины до моркови и всего остального. И плюс туда крупнорогатый скот, фермы. Для чего необходимы эти программы и что они дадут району, сельчанам?
Но опять же, это же, опять же, рабочие места, это удержать людей в селах, чтобы не было такого, что вся семья смотрит на одного человека, который работает или в Сухуми, или в других где-то каких-то городах. В Гагру уезжают, многие отправляют, там, чтобы они там подзаработали денег и потом на это жить. Самая главная проблема же это, и я как бы хотел бы к этому подойти, привлечь инвесторов, чтобы хотя бы в крупных селах создать какие-то предприятия глубокой переработки от 20 до 30 мест для начала, чтобы люди начали зарабатывать. 20-30 мест – это уже 20-30 семей, соответственно, которые могут получать там зарплату и жить на эти деньги. Вот это нам необходимо, потому что села умирают, а умирают из-за того, что нет работы, нет денег. Вот это приоритетная задача. Тему инвестиций мы продолжим, но я хотела бы пройтись по нашей набережной, и мы поговорили бы там. Не заметить нельзя, набережная преобразилась. Парки ухоженные, красивые, новые скамейки. Откуда такие деньги вы нашли, чтобы преобразить, как говорите, если в этом году бюджет был провальный? Ну, была организована благотворительная акция. Люди откликнулись, собрали больше миллиона, 1 200 000 порядка, по-моему. Вот, были куплены лавочки, сделаны площадки. Еще хочу поставить цветочники, посадить кипарисы вдоль вот этой дороги, озеленение какое-то провести, на что хватит средств. Надеюсь, что еще люди, в особенности, конечно же, москвичи мои друзья, там помогли хорошо. И, ну и местное население, конечно же, прям с восторгом приняло это. А есть понимание у населения? Есть. У населения есть понимание, во всем как бы поддерживают, помогают. Люди сами выходят, какие-то моменты, вот если дальше там пройдем, правда, далековато, сами благоустраивают территорию, там ставят фонтанчик, построили. Это вот самые местные. Потом там дальше еще одну площадку организовали, лавочки новые поставили, вазоны. Ну так, красивое место отдыха. Хотят, да. Хотят и желают, и я думаю, все получится. У нас вообще город такой, Очамчир, он всегда славился тем, что взаимопомощью какой-то и любили друг друга. Я думаю, эта черта вернется к нам, и все это будет. Вы оптимистично настроены. Да, я всегда был оптимистом. Но тем не менее, возвращаясь, вас возвращаю к негативу. Вот здесь такая красота, мы видим новшества, облагородили территорию. И рядом с ним вот такие разрушенные здания. Как можно их привести, эти объекты, в надлежащий вид? Все-таки это в центре города. Кто хозяева? Это государственные объекты или все-таки в частных руках? Эти объекты пока государственные, и этот объект, там, и следующий возле администрации. Но у нас, как известно, есть хозяева, в кавычках, которые смотрят за этими объектами. Не знаю, путем убеждений каких-то, но они же все ждут, когда будет пик роста, чтобы либо на пике роста это все продать кому-то, потому что физически я понимаю, что денег у них освоить вот это вот все, например, нету. И не хватит, это по людям видно. Как путем убеждения это будет, или будет принят какой-то закон, который будет изымать такого рода объекты, если люди по 20, по 30 лет их держат и ничего не делают. Я, кстати, сейчас было у меня совещание по комиссии приватизационной. Люди дают документы оформлять, приватизацию жилья. Я поручил своим горслужбам, после того, как они наведут порядок на участке, хотя бы выкосят вот этот кустарник, который у них растет, и фасадную часть, чтобы сделать. После этого оформлять документы. Этим путем сейчас пойдем. По-другому пока, иногда приходится применять карательные меры, но я не думаю, что это настолько карательное. Это нужно один день взять косу и вычистить свой двор. Все. Зачем должны страдать соседи, чтобы к ним заползали с соседнего участка змеи, крысы и все остальное? Чтобы был такой резкий скачок в развитии, заметный скачок, наверняка надо привлекать инвестиции. Да. Вы сами озвучили эту мысль. Как это сделать, как привлечь сюда инвестора? Но в первую очередь, помимо того, чтобы предложить вот такую красоту или какие-то построения, да, надо же, чтобы здесь было безопасно.
как обстоят дела с криминогенной ситуацией в Ачимчирском районе? Ну, Как работает в милиция? целом с криминогенной ситуацией обстоят дела нормально. У нас нету таких громких преступлений и особо никогда не было. Какие-то мелкие преступления, если даже и есть, да, милиция, конечно же, работает, нареканий к ним нету, но горожане сами это пытаются внутри решить эту проблему и относятся к этому. У нас более или менее спокойный город. У нас не ломают, как там в других городах, я не буду называть, машины туристам. Ну, один случай был за все лето, что там стекло поломали. В этом плане у нас тихо, спокойно. Преимущественно кто сейчас живет в Ачимчире? Молодежь, старшее поколение. Ну, летом молодежи, соответственно, больше, потому что студентов много, учатся людей много, летом приезжает. Ну, средний возраст, наверное, приоритетней. Там от 40 до 50 лет это вот как бы А где больше. можно в Ачимчире найти работу для молодого человека? Ну, у каждого свои цели, смотря какую работу они хотят. Есть такие случаи, например, это не касается, конечно же, всех. Вот пришли ко мне недавно организация общественная и сказали, Меркула, кстати, у вас там проблема без фамилий. Дети не имеют еду, спят на полу, на матрасах, надо помочь. Я говорю, пожалуйста. Вот отец есть, там порядка 30 лет. Я скажу своим горслужбам, у меня не хватает работников. Зарплата там порядка 20-22 тысяч рублей, плюс он еще может заработать денег там до 30 тысяч. Ну, 1050 в месяц будет зарабатывать. Даю телефон, с кем связаться, поручил горслужбам, чтобы принят этого человека. До сих пор никакого звонка. То есть некоторые вот так вот относятся к этому. Работа есть. Я понимаю, что все хотят сидеть в кабинетах, естественно, и руководить. Но нам и рабочие специалисты нужны. У нас не хватает ни сантехников, ни сварщиков, ну вот такого рода профессий. То есть, получается, штаты есть, Да, работники нужны, а но не рабочих хотят людей идти нет. вот на эти, да, на такие должности, на такие работы не хотят, Не да? хотят идти, да. Вот я говорю, что Пектин будет заходить завод. Там у меня было условие к ним, чтобы набирали только из числа местных там, всех менеджеров там каких-то, юристов, экономистов, которые им будут необходимы, нужны. Там, соответственно, понятно, там, если у нас нету такого рода специалистов, там, водолазов, космонавтов, тогда да, они могут приглашать с других районов или вообще с другой страны. А все то, что мы можем сами осилить, чтобы только было из числа местного населения на работу брали. Ситуация с ковидом в вашем районе. Когда еще год назад у вас была стабильная ситуация, сейчас статистика говорит об обратном. На связи всегда с Мадоной Карбеевной Кишмари, это наш главврач больницы. Вот вчера буквально она мне скидывала информацию. По больным, которые лежат на стационаре, вроде бы все ничего, 9 человек. Но по ПЦР-тестам, которые сдаются, у нас больше половины с положительной динамикой. Но самое страшное, что из них тоже больше половины дети болеют. Вот. И у нас вот сегодня я проводил совещание с главами сельхозадминистрации, и практически, ну, во многих селах школы закрываются, ну, начальные классы, потому что вот эпидемия этого ковида. Не знаю, если дальше так дело пойдет, то может быть вплоть до закрытия школ, хотя бы вот этот очаг, чтобы не поражал другие села уже. Вот, ну, точечно. Сейчас промониторим следующую неделю, как будут обстоять дела. Согласовать надо будет с учителями, если мы школу будем закрывать, как они вот эти уроки, которые пропустят, может, дополнительно будут потом им проводить. Меня интересует вот такой вопрос. В школах мало детей. И вообще в селах люди живут далеко друг от друга. Это не многоэтажный дом. А почему нельзя соблюдать ограничительные меры? В той же школе, где 5 детей, их же можно рассадить. Проблема еще такая, что они вот автобусы довозят до школ детей. Они в этом автобусе все скапливаются. И пока едут, наверное, там происходит заражение в этих автобусах. А нет ли другой причины массового скопления людей, такие как поминки, свадьбы? К сожалению. Можете ли вы на это влиять через глав администрации сел? Это же нарушение распоряжения президента. К сожалению, да, такие случаи имеются.
Люди, наверное, это знаете как, меня не коснулось, а значит этого нету. Иногда хочется взять таких людей, сделать экскурсию в больнице, и как это врачи переносят сами, они падают с ног. И что творится с теми больными, которые уже эту заразу подхватили. Доносим, объясняем, но люди все равно на своем. Потому что если один сосед сделал 40 дней или поминки и собрал людей, чем я хуже, из этой логики исходит. Надо нам всем остановиться, позаботиться в первую очередь о своих семьях, пожалеть врачей и вообще в целом даже детей, вот что у нас сегодня творится, как вот дети у нас начали болеть. Вячеслав Андреевич, вы человек с характером, это знают и ваши близкие, и те люди, которые с вами работают. Может быть, надо наказать глав администрации сел, где проводят поминки, хотя бы предупредить их, что они понесут наказание. Могут со своими сельчанами поговорить. Такая беседа проводится постоянно с ними. Они тоже проводят беседу, но люди недостаточно понимают всю опасность этой ситуации. Вот как до них довести это? Вот здесь у нас такая проблема. Мы же не можем ходить и драться с ними. В таком духе. Говорят, европейские страны пропагандируют демократические ценности, но, по-моему, больше демократии Да, вот мы в этом случае. Да, самая демократичная. В мире. Пока люди сами не свободные. осознают, мы пытаемся на них не надавить. Ну, может быть, будет полный локдаун, если мы к этому придем, то тогда, может, люди вообще поймут, куда все закроют. Да, полный локдаун — это может быть какое-то решение проблемы по отношению к болезни, но в отношении экономики это же полный провал. Вот какую здесь чаша весов, в какую сторону перетянет, то нужно все тоже настолько просчитывать. По поводу Очимчирской городской больницы. У вас очень отзывчивый, искренний главврач Очимчирской городской больницы. Несколько раз мне приходилось к ней обращаться, она заботится о пациентах. Наверняка там есть проблемы помимо ковида. Чем вы, район, администрация района, можете помочь этой больнице? Но мы все силы прилагаем, что мы вот недавно сделали кислородную станцию, ну, где ставят кислородные баллоны. Не то, что производит кислород, а то, что ставят кислородные баллоны. Протянули магистраль там, где больные лежат, чтобы не поднимать их на второй этаж. Эти баллоны на магистраль есть. Плюс Заур Чантович сейчас как раз крышу меняет за свои средства полностью в больнице. Заур Чантович Заранди? Да, Заранди. Вот, отозвался, кондиционера там купил. Есть частные лица, которые тоже там от себя что-то делают, какие-то палаты, ремонт. Вот. И, кстати, очень хорошо откликнулись у нас рыболовецкое хозяйство. Я их как-то собрал, попросил купить электростанцию. У нас же сейчас свет отключается по графику, а это влияет, потому что на одного человека там идет в сутки, по-моему, 12 баллонов, я уже не помню, кислородных. А когда света нет, этих баллонов не успеваешь довозить, там у них перенастраивается их оборудование. Вот. Они тут же мгновенно откликнулись, купили эту электростанцию, она там 750 тысяч денег собрали, мы уже ее установили. То есть со светом там вообще проблем нету. Отключат, не отключат, больница всегда будет с электроэнергией. Кто вас поддерживает и на кого вы рассчитываете, на чью помощь вы рассчитываете в решении вот этих проблем? Ну, в первую очередь, ну, на людей это, соответственно. Люди всегда поддерживают, они всегда рядом, приходят, вот мы здесь, мы рядом. Ну и на руководство страны, потому что я когда пришел сюда, руководство страны в лице президента Аслана Георгиевича, он сказал, что всю, любую посильную, непосильную помощь мы будем оказывать нашему району, потому что у нас в очень тяжелом состоянии, и мы все сделаем для того, чтобы район поднять на должный уровень. А я думаю, это будет исполнено. Вы ощущаете эту помощь? Ощущаю. Даже по последней технике, которую мы приобрели, ее никогда не было, которую я отдал в горслужбы, она стоит порядка 14,5 миллионов. Заплатили. Она многофункциональная, будет чистить и ливневки, и мелколесье убирать, копать, рыть, планировать. Очень много видов работ можно ее делать. Она уже, кстати, и работает.
и может заменить целый отряд работников, такая техника. И еще решение одной очень важной проблемы — освещения трассы Сухума-Чимчира, которая ожидается в ближайшее время. Ну, президент озвучил буквально вот недавно на своей пресс-конференции, это будет этой осенью в первую очередь. Вот, тут меня, то, что касается города, в городе тоже будет меняться освещение, но это уже есть у нас депутат такой, Инал Тарба, который пообещал помочь в этом плане. Я думаю, он не подведет, выполнит свое обещание. Вот ждем. Вы человек, который занимались бизнесом, когда жили за пределами Абхазии. У вас было свое дело, и тем не менее вы отказались от этой работы, взялись за очень сложный район Абхазии. И у меня есть информация, что вы даже свои личные деньги вкладываете в решение проблем, которые существуют в вашем районе. Что вами движет? Ну, я же родился, я вырос в этом городе, в этом районе. И мне обидно и больно, что в других городах условия жизни лучше, а здесь застой какой-то идет последние годы. И принял такое решение теми силами, возможностями, не знаю, тем умением, тем опытом, который я накопил в России, проявить здесь, попытаться изменить как-то в лучшую ситуацию. Я не могу это сделать за одну секунду, там, щелчком пальцев, но приложу все силы. Мне не нужно здесь не заработать для себя ничего. Я хочу, чтобы район как-то стал на должном уровне и изменить ситуацию в лучшую сторону. Поддержка у меня есть и от населения, и от руководства страны. По традиции программы «Амчра» мы задаем 3 вопроса руководителю. Какие 3 вопроса он обязует себя решить в течение года? Вот какие 3 вопроса вы должны будете решить? Я не люблю особо говорить на тему, что я хочу сделать, потому что я немножко суеверный человек. Боюсь, если я что-то объявлю, оно может не получиться. Но, тем не менее, в следующем году, конечно же, я хочу поменять все тротуары, всю брусчатку, все бордюры. Это вот необходимая вещь. Проасфальтировать хотя бы те дороги, которые ведут на море, переулки. Ну и третья, моя вот такая основная цель и задача — создать из города Очамчира такой спортивный центр. И он будет касаться не только Абхазии, а чтобы это завести сюда все страны СНГ. И чтобы круглый год здесь проводились спортивные мероприятия. У нас, я со многими спортсменами разговаривал из России, их очень устраивает это место из-за того, что безлюдность. Можно пробежки организовывать, есть у нас стадион великолепный, у нас борцовский зал хороший, боксерский зал, есть гостиница для спортсменов, потому что в области туризма, да, сейчас преодолеть как бы Гагру, да, мы не в составе, у нас нету столько отелей, а вот именно в спорт удариться и приглашать спортсменов круглый год, вот это вот как бы вот самая приоритетная задача моя. Вы мастер спорта по вольной борьбе. Да, мастер спорта СССР. Поэтому вам близка тема спорта? Ну, мне эта тема очень близка. Ну, я пока другого не придумал, чтобы вот именно в город приглашать людей, туристов. Туристы, они-то сами ездят, а чтобы именно завлекало их. В Штатах есть такая спортивная столица, это Майами, я там был. Вот, и у них вся Америка ездит туда, и они круглый год занимаются спортом. И это завлекает очень много людей. Просто мне нужно будет организовать вот на таких пустырях, да, спортивные площадки, где люди могут потренироваться на чистом открытом воздухе. И я думаю, это будет пользоваться таким большим успехом. Вы сами занимаетесь спортом? Сейчас немножко подзабросил, но эту осень начну уже заниматься. Уже буду в спортшколе. Подзабросили из-за плотного графика, из-за работы? Да. Мне очень понравилась ваша идея по поводу спортивного города. Дай бог, чтобы они у вас получились, эти планы реализовались. Через год мы вернемся и спросим, что из задуманного получилось, а что нет и почему не получилось. Удачи вам! Спасибо большое.